Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Нравится то, что мы делаем? Поддержите нашу работу. На прошлой неделе президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, находящийся в отпуске в Балканском вилаяте, прибыл с негласным визитом в Гарабагаз. Там он посетил таможенный пост на границе с Казахстаном, а также завод Гарабагаз-Карбамид. До завершения поездки группа его охранников на машине выехала обратно в Туркменбаши. Автомобиль попал в аварию. На месте погиб один из сотрудников. Сообщается, что еще один человек находился в тяжелом состоянии в реанимации. Сердар Бердымухамедов с начала августа находится в Туркменбаши в отпуске. 16 августа он с необъявленным визитом прибыл на вертолете в Гарабагаз. Как сообщили источники Turkmen News, там он посетил таможенный пост на границе с Казахстаном, от которого будет протянута новая трасса до Туркменбаши, а также местный завод по производству карбамида. О внезапном визите туркменские СМИ не сообщали, а за ночь до его приезда в городе спешно побелили дома и подъезды. В целях безопасности главы государства все большегрузные автомобили вывезли за город, а работников заставили прийти на работу в 5 часов утра. В тот же день президент улетел обратно в Авазу. Источники Turkmen News сообщили, что несколько автомобилей охраны поспешили вернуться в Туркменбаши раньше главы государства, чтобы там его встретить. На выезде из Гарабагаза, не рассчитав скорость на крутом повороте, одна из машин перевернулась. Сообщается, что один из охранников погиб на месте, а второго в тяжелом состоянии увезли в реанимацию города Туркменбаши. Еще один источник Turkmen News сообщил, что в Туркменбаши выехала лишь одна машина с охранниками, причем выехали они по какой-то причине в срочном порядке. Как бы то ни было, но на место аварии никого не пустили. Таксистов и частников разворачивали обратно и не давали задерживаться. Смятую в лепешку машину тут же эвакуировали. Историю постарались быстро замять и не дать ей распространиться. Сейчас на месте происшествия нет ни следа ЧП. Чрезвычайные происшествия с участием сотрудников службы безопасности президента случались и раньше. Например, 17 октября 2014 года на трассе близ поселка Марыгрес произошла трагедия, унесшая жизни школьников и их учительницы. Тогда ранним утром на дороге были выстроены дети для встречи Гурбангулы Бердымухамедова, который приехал в регион для открытия нового рынка, гостиницы, электростанции, а также комплекса заводов по производству удобрений. В это время внедорожник, ехавший на высокой скорости, врезался в детей. Вскоре после происшествия был снят с должности начальник полиции Марыйского вилаята Мустафа Шихиев. Позднее, в начале 2015 года, на заседании Комитета ООН по правам ребенка Агагуль Бердыева, глава департамента МВД Туркменистана по международным связям, подтвердила гибель детей в Мары. Однако чиновница заявила, что в толпу детей влетел не автомобиль службы охраны президента, а, цитата, «транспортное средство хозяйственного назначения, принадлежащее местному хакимлику», конец цитаты. Еще один трагический случай произошел 13 января 2021 года. В густом тумане вертолет Агуста Вестланд государственной пограничной службы вылетел в Лебабский вилаят для обеспечения охраны Гурбангулы Бердымухамедова. На малой высоте вертолет столкнулся с одним из 4 телевизионных ретрансляторов близ поселка Гяверс Ахалского вилаята, он упал и сгорел. Turkmen News тогда оперативно выяснил личности всех 3 офицеров на борту. Командир экипажа Байрам Курбанов, второй пилот Максат Мурадов и бортовой техник Бабахан Султанов погибли. Дело о крушении вертолета засекретили. Через 2 недели президент уволил начальника погранслужбы Шадурды Дурдыева, а спустя год признал факт крушения вертолета. У вас есть интересная новость? Готовы ею поделиться? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность.